Летом все, и приезжие, и местное население наслаждаются жарким солнцем и теплым морем. И мало кто задумывается, что именно в этот период высок риск заболевания кишечными и энтеровирусными инфекциями. Чаще отравляются морской водой и несвежими продуктами питания. Кишечные и энтеровирусные заболевания касаются преимущественно детей, а больше половины обратившихся в медучреждения страны – отдыхающие. У нас проблемы с животом, болел живот и стул жидкий. Температуры-то не было, но вот то, что пугает, что стул жидкий, поэтому мы вот сюда и пришли. Я думаю, что это что-то с водой все-таки. Ну, потому что море, в море постоянно находится, он же там не досмотришь, маленький ребенок, где-то хлебнет воду, где-то что-то еще. Возможно, что это все-таки морская вода так подействовала на нас. Как утверждают специалисты, в нынешнем году количество больных с кишечными и энтеровирусными инфекциями в сравнении с предыдущим годом в 2 раза сократилось. Возможно, из-за осведомленности граждан о том, как уберечь себя от инфекционных заболеваний. Главными симптомами кишечной инфекции являются плохое самочувствие, высокая температура тела, тошнота, рвота и диарея. В среднем инкубационный период кишечных инфекций от 3 до 5 дней. Лечение таких больных проходит стационарно и амбулаторно. Мы лечим симптоматически. Обязательно берем анализы. То, что у нас есть, это клинический анализ крови, капрология, общий анализ мочи, моча на диастазу. И обязательно мы делаем мазочки, то есть бак-анализ. Ну, кстати, хочу вам сказать, что мы еще ни один раз не высеяли ни одну дисгруппу. То есть у нас идет типичная кишечная инфекция. Причиной заболевания кишечными инфекциями являются употребление немытых фруктов, овощей, салатов, заправленных различными соусами. Не менее важно как для курортников, так и для местного населения поведение на море. Морскую воду пить категорически нельзя. Главное в профилактике – это соблюдение правил личной гигиены. Каждый сейчас должен иметь у себя спрей или гель, который дезинфицирует руки. Естественно, питание надо осуществлять в летний период только свежеприготовленными продуктами или теми продуктами, которые подверглись термической обработке. То есть детей ни в коем случае в общественном питании нельзя кормить салатами, особенно заправленными салатами, кондитерскими изделиями, с кремом. Ну, конечно, выбирать те места общественного питания, которые чистые, скажем так, с туалетной комнатой, приучать своих детей к культуре. Ситуация с заболеваемостью энтеро- и ротавирусными инфекциями в курортный период стала стабильной благодаря плановой вакцинации детей препаратом Ротарикс, отмечают специалисты. Вакцинация проводится в виде через рот, в виде капель. Люди охотно идут на эти прививки, и мы связаны с тем, что у нас, в общем-то, довольно большие успехи в этом году, заболеваемость ниже. Обязательной периодической проверке подвергаются и объекты общепита, а также все известные в Абхазии марки бутилированной воды. Но все же основной упор специалисты делают на необходимости соблюдения правил гигиены. Алика Трапш, Михаил Братухин, Астамур Гожба, Абхазское телевидение.